Здравствуйте, с вами передача «Акцент», и у нас в гостях старший помощник прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации Марьяна Рожина. Марьяна Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Рожина Марьяна Владимировна, старший помощник прокурора республики, советник юстиции. Окончила юридический факультет Якутского государственного университета в 2000 году, в органах прокуратуры с 2003 года. Сотрудники прокуратуры, помимо надзорных своих функций, помогают в некоторой степени людям в нашей непростой экономической ситуации. Расскажите, пожалуйста, чем может помочь прокуратура обыкновенному жителю республики? Да, конечно, в соответствии с федеральным законом о прокуратуре Российской Федерации основной нашей функцией является защита прав граждан практически во всех сферах его жизнедеятельности. Да? Если акцентировать внимание на тех основных вопросах, которые у нас возникают в связи с этой сложной экономической обстановкой, это у нас, конечно, оплата труда, жилищные правоотношения, рост цен на основные продукты питания. По всем этим направлениям работа прокурорами проводится активно, в частности в сфере защиты трудовых прав граждан, в том числе в сфере оплаты труда. Проверки проводятся на постоянной основе. Данное направление надзора является для нас одним из наиболее значимых. Ежегодно работодателями допускаются многочисленные факты задержки выплаты заработной платы, отпускных и других предусмотренных трудовым законодательством выплат. Данные нарушения допускаются работодателями всех форм собственности. Проверки мы проводим не только по официальной статистической задолженности, но и по скрытым фактам невыплаты заработной платы. К примеру, за период работы в 2017 году прокуроры в данном направлении выявили порядка 9 тысяч нарушений закона, в целях устранения которых принято более 7 тысяч актов прокурорского реагирования. К различным видам ответственности привлечено 550 должностных и юридических лиц. Гражданам, конечно, необходимо самим также активно защищать свои права, обращаться за их защитой в органы прокуратуры по месту жительства, в Государственную инспекцию труда, в судебные органы. При этом необходимо отметить, что обращение должно быть своевременным. Не нужно дожидаться, когда долги по зарплате станут все больше и больше, пройдет большой период времени, нужно обращаться своевременно. А вот не платят мне зарплату в течение какого периода и что с этим нужно делать? Вот куда писать, куда обращаться? Как я уже сказала, наверное, нужно разъяснить, что в соответствии с Трудовым кодексом заработная плата должна выплачиваться не реже 2 раз в месяц. Это аванс и сама заработная плата. Да? При том, когда вам задерживают выплату заработной платы, вы, конечно, должны и вправе защищать свои права, как я уже сказала, обращаться в органы прокуратуры по месту жительства, либо в Государственную инспекцию труда, либо обращаться с заявлением о взыскании неполученной заработной платы в суд. Также в Трудовом кодексе предусмотрено такое требование, что если заработная плата задерживается на срок более 15 дней, работник с письменным уведомлением работодателя может прекратить осуществлять свою трудовую деятельность, при этом заработная плата ему все равно будет начисляться. Как может помочь прокуратура в сфере ЖКХ? В сфере жилищно-коммунального хозяйства с нашими климатическими условиями мы это направление надзора держим на ежедневном контроле. Если в целом говорить о жилищных правах, в органы прокуратуры ежегодно поступает около 2000 обращений граждан в данной сфере, начиная от замены лампочек и уборки подъездов, заканчивая предоставлением жилья по тем или основаниям. По всем этим обращениям мы, конечно, даем оценку, внимательно их рассматриваем. При наличии оснований в соответствии с требованиями закона часть обращений перенаправляется в компетентные органы, которые уполномочены решить поставленные в данных обращениях вопросы. А значительная часть обращений остается в органах прокуратуры. И по ним мы проводим свои проверки и при наличии оснований принимаем меры прокурорского реагирования. И, конечно, необходимо отметить, что много обращений у нас находит свое подтверждение. В качестве примера могу привести, когда в прокуратуру Нербинского района в прошлом году обратился гражданин в интересах ребенка-инвалида. В ходе прокурорской проверки было установлено, что ребенок с ограниченными возможностями здоровья, который передвигается на коляске, проживает вместе со своей семьей на съемной квартире, общая площадь которой составляет
порядка 18 квадратных метров. Но, соответственно, это жилье полностью не соответствовало тем требованиям, которые предъявляются для комфортного проживания ребенка с ограниченными возможностями здоровья. При этом он состоял на учете в нуждающихся в улучшении жилищных условий, однако администрация ему жилье не предоставляла. В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес главы администрации, и, надо отдать должное, администрация оперативно рассмотрела представление прокурора, нарушения все устранила и предоставила ребенку и его семье квартиру в новом благоустроенном доме, которая по квадратуре и всем техническим требованиям соответствует для его комфортного проживания. Прекрасный пример работы прокуратуры, но в то же время у нас обычно в конце года принято подводить какие-то итоги. И с какими результатами подошла прокуратура к 2018 году? Так, ну, конечно, в течение 2017 года, как и в период прошлых лет, мы активно работали по всем основным нашим приоритетным направлениям. Как я уже сказала, значительное внимание нами уделено вопросам выплаты заработной платы. И в данном направлении по результатам проведенных проверок, принятых мер прокурорского реагирования, погашена задолженность по заработной плате в размере 2 миллиардов рублей, восстановлены права около 15 тысяч граждан. Активно мы проводили в 2017 году проверки при переселении граждан из аварийного жилищного фонда. Этот вопрос мы также активно освещали в средствах массовой информации. Когда мы начинали весной 2017 года проверку, выяснилось, что в результате незаконных, недобросовестных действий застройщиков, отсутствия контроля со стороны отдельных муниципалитетов, более 50 многоквартирных жилых домов не были введены в срок в эксплуатацию. В связи с этим, конечно, были нарушены права граждан. И в целях устранения нарушений закона защиты прав граждан мы также приняли комплекс мер прокурорского реагирования. Это представление, заявление в суд, возбуждение административных и уголовных дел. Очень тесно работали с органами государственной власти республики. И по результатам данной совместной работы стало то, что, насколько я помню, программа переселения граждан на конец 2017 года в республике выполнена на 97%. Еще одна у нас проблема была и остается, мы с ней тоже активно работаем, это защита прав участников долевого строительства. В данном направлении мы выявили около 100 нарушений закона, приняли порядка 60 мер прокурорского реагирования. Также очень тесно работали с органами государственной власти республики и органами контроля. И в результате, если на начало года было у нас 18 проблемных таких объектов, то на конец года их осталось 9. Уже много граждан получили свое жилье. Но работа, конечно, в этом направлении будет продолжаться, поскольку еще проблемы есть. Нельзя не отметить нашу работу по защите прав и интересов детей, где также проводится очень большая, огромная работа, в частности, в результате вмешательства прокуроров на жилье детей-сирот из бюджета республики в 2017 году дополнительно было выделено около 800 миллионов рублей, если я не ошибаюсь. Кроме того, на организацию занятости подростков в летний период времени, что также, конечно, сказывается на уровне их преступности, да, тоже было выделено около 18 миллионов рублей. Но направлений очень много. Это и защита прав субъектов предпринимательской деятельности, и ценообразование, и следствие, и дознание. Так как очень много направлений, наверное, стоит рассказать о личном составе прокуратуры. Кто эти люди, что они делают, сколько их? Ну, если говорить о личном составе, то в аппарате прокуратуры республики, в городских и районных прокуратурах, в специализированных прокуратурах работает около 300 оперативных работников. Это прокуроры наши. Ну, все они, конечно, работают, не считаясь личным временем, исполняют все те поставленные перед ними задачи, стараются все это делать, чтобы как-то состояние законности улучшилось, чтобы права граждан были защищены. И кого-то отдельно выделять, конечно, тоже не могу, но все-таки мне бы хотелось отметить наших заслуженных работников, которые работают очень давно и являются для нас, для всех примером. В частности, это Потапова Наталья Хрисантовна, Николаева Татьяна Ивановна, старшие прокуроры уголовно-судебного отдела. Поддержание государственного обвинения в судах – это одно из наших также важнейших направлений деятельности.
И вот они в течение длительного периода времени высококвалифицированно поддерживают государственное обвинение по особо тяжким делам, которые рассматриваются Верховным судом, резонансным делам. И, конечно, более молодые сотрудники аппарата и городских и районных прокуроров принимают у них опыт. Также Неустроев Егор Николаевич, старший помощник прокурора республики по связям с представительными исполнительными органами власти республики, которые пользуются заслуженным авторитетом и уважением не только у своих коллег, но и у тех органов и должностных лиц, с которыми он работает. Каминская Юлия Николаевна, старший помощник прокурора республики по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи, благодаря которой, благодаря ее неравнодушию, активной позиции, вот, в том числе делается этот огромный пласт работы по линии защиты прав несовершеннолетних, действительно проводится значительная работа. Ну, нельзя, конечно, не сказать и о нашей Альбине Кузьминичне Ариносовой. Она у нас занимает должность старшего помощника прокурора республики по рассмотрению писем и приему граждан. Через нее вот проходят все эти обращения. У нас в 2017 году, ну, ежегодно, скажем так, поступает в органы прокуратуры около 20 тысяч обращений граждан. И вот, конечно, она проработала в органах прокуратуры около 40 лет и является для нас, для всех примером и образцом прокурорского работника. Ну, сегодня у нас отмечается День прокурорского работника, работника прокуратуры, и как раз все эти перечисленные личности делают жизнь людей, наверное, более безопасной, более комфортной. А может, хотите передать привет, может, хотите сказать какие-то слова своим коллегам, своим... Да, конечно. Прокуратура у нас была создана 12 января 1722 году еще указом Петра I, и уже практически 3 столетия прокуроры исполняют возложенные на них функции, цели и задачи. И, конечно, своим коллегам я хочу передать поздравления с профессиональным праздником, с Днем сотрудника прокуратуры Российской Федерации, пожелать им терпения, душевного равновесия, счастья, здоровья им и их близким. Спасибо, Марьяна Владимировна. С вами был Николай Борисов, и передача «Акцент» присоединяется к поздравлениям Дня сотрудника прокуратуры.